أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Салям алейкум, азиз достлар. На этом уроке мы продолжим изучение букв и звуков арабского алфавита. И сегодняшняя наша тема – это прочтение букв, которые сходны по произношению, а также твердые буквы в арабском алфавите. Стоит отметить, что в арабском алфавите есть буквы, которые отображают близкие друг другу по звучанию звуки. Особенно с точки зрения тех людей, которые только начали изучать арабский язык. И важным является правильно произносить каждую букву, ведь от того, какая буква, заменяем ли мы одну букву другой буквой, может измениться смысл арабского слова. В первую очередь это важно, когда мы читаем Коран, аяты священного Корана. Ведь во время намаза, если мы неправильно прочитаем что-нибудь из Корана, наш намаз может быть не засчитан. Итак, мы переходим непосредственно к буквам, которые отображают близкие друг другу звуки. И первая пара букв, которые мы рассмотрим, это буквы таун и буква таун. Эти две буквы, они близки по звучанию, потому что место их произнесения одинаково. Кончик языка мы прислоняем к внутренней стороне передних верхних зубов, а также к верхнему небу и затем отрываем. То есть место произношения одинаково, однако между ними есть разница. Первая разница между этими буквами заключается в том, что буква «та» является эмфатической согласной. То есть она произносится с напряжением всех органов артикуляции. И таким образом, когда мы произносим букву «та», мы больше напрягаем свои органы артикуляции и более сильно отрываем язык от неба. Второе отличие этих звуков в том, что буква «таун» является глухой, а буква «та» является звонкой, произносится с участием голосовых связок. И третья разница между этими буквами заключается в том, что буква «таун» является мягкой, читается через «э», а буква «таун» является твердой и читается через «а». Давайте сравним произношение этих звуков. «Т», «т», «та», «та», «т», «та», «т», «та», «эт», 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 «эт». И мы переходим ко второй паре букв, которые отображают сходные друг с другом звуки. Это буква «далюн» и буква «дадун». Какое отличие между этими буквами? Буква «даль» произносится, когда мы кончик языка прижимаем к внутренней стороне верхних передних зубов и переднему небу и отрываем язык. А букву «дад» мы произносим, когда один из краев боков языка мы прислоняем к верхним коренным зубам, и таким образом этот звук произносится. То есть разные места происхождения махреджи у этих звуков. Кроме всего прочего, схожее между этими буквами в том, что обе эти буквы являются звонкими, а отличие в том, что буква «далюн» мягкая, а буква «дад» твердая. Давайте сравним их произношение. «Д», «д», «ва», «ва», «д», «ва», «д», «ва», «эд», «ав», «эд», «ав», «эд», «ав». Третья пара букв – это буквы «дадун» и «заун». Между этими буквами, между звуками этих букв есть большое сходство. Оба этих звука являются звонкими, твердыми, читаются через «а» и являются эмфатическими, то есть произносятся с напряжением органов артикуляции и поднятием задней части спинки языка. Разница между ними в тех местах, откуда они произносятся. Буква «ладун», как мы говорили ранее, произносится, когда один из краев языка, боков языка прислоняется к верхним коренным зубам. А буква «ва» является межзубной согласной,
произносится, когда кончик языка мы прислоняем к нижней кромке верхних передних зубов и чуть прижимаем нижними зубами. Произносятся они так. Ва, 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 ав, 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 ав. И следующая пара согласных, которая отображена буквами кафун и кафун. Эти две буквы также сходны тем, что они произносятся близко друг к другу. Буква каф произносится, когда мы заднюю часть языка поднимаем к заднему небу и затем отрываем. А буква каф произносится, когда мы среднюю часть языка прижимаем к среднему небу и затем отрываем. Но между ними, конечно же, больше разницы. Разница в том, что буква каф является твердой и звонкой, а буква каф является мягкой и глухой. Соответственно, когда мы говорим букву каф, мы всегда в конце четко показываем ее звонкость, но когда мы говорим букву каф, ее в конце, то, что она является глухой, также мы должны четко показывать, чтобы она не переходила в букву звук г. Давайте посмотрим, как эти звуки произносятся. Ла, ла, к, ла, к, ла, к, ак, 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 ак. Обратите внимание, не аг, а ак должно произноситься. Следующие три буквы, которые необходимо сравнить, близкие друг к другу по звучанию, это буквы таун, синун и садун. Как мы слышим по произношению, все эти три буквы выражают, в общем-то, один звук, звук с, вариации звука с. И сейчас мы рассмотрим, что отображает конкретно каждая из букв. Первая буква, буква таун, является мягкой, глухой, и она произносится, когда мы кончик языка прижимаем к нижней кромке верхних передних зубов и прижимаем язык снизу нижними зубами. Это межзубная согласная. Звук буквы син и звук буквы сад произносятся, когда мы кончик языка прижимаем к внутренней кромке нижних зубов. И, соответственно, при произношении буквы син мы произносим ее мягко, а при произнесении буквы сад мы произносим ее твердо. Итак, все эти три буквы являются глухими, таун и синун являются мягкими, а звук сад является твердым, эмфатическим, произносится с напряжением органов артикуляции и с поднятием задней части спинки языка. Сравним произношение этих звуков. Th, th, се, се, са, са, the, се, са, the, се, са. Син, как в слове синька мягко, сад, как в слове сода твердо. Эс, эс, элс, эс, эс, элс, эс, эс, элс. И еще три буквы, схожесть которых выражается в том, что многие воспринимают их как одну букву Х. Но они различаются между собой. Буква хаун произносится выше всего, там, где ротовая полость соединяется с гортанью с участием язычка. Буква хаун произносится в середине горла, когда мы чуть выше голосовых связок сжимаем свое горло, и в образовавшуюся щель проходит этот звук без хрипа. Произносится он. И буква гаун произносится как вздох. Когда воздух проходит через органы артикуляции,
фактически не встречая сопротивления, образуется только небольшой шум. Давайте сравним все эти глухие звуки между собой, из которых только гаун читается мягко, а остальные ха и ха читаются твердо через а. Ха, 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 ах, 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 ах. Стоит учесть, что буква ха с огласовкой и читается твердо. Их, хи. И последние три буквы, звучание которых мы сравним между собой, которые условно можно назвать буквой «з». Эти три буквы, их места артикуляции также разнятся. Первая из них – это буква «залюн». Когда мы произносим букву «заль», которая представляет собой межзубную согласную, мы кончик языка прислоняем к нижней кромке верхних передних зубов и слегка прижимаем нижними зубами. И произносим мягко через «the». Следующая буква «ваун». Произносим мы ее также, однако она является твердой и эмфатической. Произносится с напряжением органов артикуляции и с подъемом задней части спинки языка. А звук буквы «зейнун», в отличие от двух предыдущих, он не является межзубным. Кончик языка мы прижимаем к внутренней стороне нижних передних зубов, и в образовавшуюся щель между языком и верхним небом происходит этот звук. Давайте их сравним между собой. The, 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 va, the, va, va, az, av, az, av. И теперь переходим ко второй части нашего урока. Здесь мы поговорим о твердых буквах. Мы говорили о том, что в арабском алфавите есть 28 букв, все из которых представляют собой согласные, и из них 10 читаются твердо. Эти буквы следующие. Это буква ра, это буква ха, это буква ха, это буква сад, дад, та, ва, айн, гайн, каф. Эти 10 букв читаются твердо. Скажем еще про несколько нюансов. Из перечисленных нами 10 твердых букв 4 буквы называются эмфатическими. То есть эти буквы произносятся с напряжением органов артикуляции и с поднятием задней части спинки языка. Это буквы сад, дад, та и за. Когда мы их произносим, в силу специфики произношения этих звуков, слышится небольшой оттенок звука гласный О. Однако критерием является то, что мы не должны вытягивать вперед губы при произношении этих звуков. Мы должны говорить не со, то, ло и до, а мы должны говорить са, да, та, да, не вытягивая губы. Также скажем о том, что звук ра произносится твердо. Однако в случае, когда над ней стоит огласовка «и», когда она произносится с огласовкой «и», или она произносится без огласовки, и огласовка перед ней представляет собой гласную «и», звук «ра» произносится мягко. Ри, ри, ир, но ра, ру, ар, ур. И еще одна буква, это самая мягкая буква арабского алфавита, буква лямун, всегда произносится мягко, кроме единственного исключения. В слове Аллах буква лям читается твердо.
На этом мы заканчиваем наш урок. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.